Я вообще не могу оценить работу Сапара Исакова, потому что не отслеживаю работу государственных органов. Но изменений к лучшему пока не наступило вообще никаких. Можно сказать, что, наверное, еще, может быть, не начали работать. Коррупция как была, так и осталась. Айта албаймын шынында же. Сапар Исаков өзү жаш болгону менен көзү көрөгөч, азыр көп нерсенин баарын да жолго салып келатат деп ойлойм да. Эгерде бизде ушундай жаштар көп болсо, анда аябагандай биздин Кыргызстан өнүкмөк деп ойлойм. Каяктан билейин эми ал Сапар Исаков. Эмне болот каяктан билейин? Откандык иштер, жакшы иштер кылса болду главное. Билбейм, азырынча билбейм. Өзүнүн сураш керек болуш керек Сапар Исаковдун, да? То, что касается проблем на теплосети, я думаю, что там не один Сапар Исаков был в этом замешан. Я думаю, что там очень много чиновников, кто, скорее всего, получил или откат, или что-то. Но я думаю, что его вина, как руководителя Кабмина, непосредственно есть. Единственное, надеюсь, что молодой, амбициозный, поездивший за границей, увидевший, как живут другие люди, может быть, не ворующий, надеюсь на то, что все-таки не ворующий, исправится, не знаю. Там есть технические службы, там есть инженера, там во всяком есть случае еще и директор, управляющий этой службы. А премьер-министр, ему дали. Если премьер-министр будет бегать везде и смотреть, как сделали, по-моему, кажется, это не премьер-министр тогда. Ему должны так. Сказал, сделали, значит, сделали. Если не сделали, премьер-министр должен уже наказать за то, что, во-первых, его подставили, обманули. И задача Сапара Исакова в первую очередь, и вообще нашего правительства, обеспечить нас всех работой. Ни жильем, ни субсидиями, ни кредитами, ни чем-то. Работу дайте, мы сами заработаем все, что нам нужно. Работать хотим, работать умеем, работать будем, но главное, чтобы она была работа. И меньше воруйте, а еще лучше вообще не воруйте. Я думаю, что стыдно быть богатым, воруя в нищей стране.